Мы жили дружно, с семьей, я, муж и дочка, единственная дочка Эльвина. И в один прекрасный день, 25 июня, ничего не предвещало беды. Мы торговали на рынке. Она позвонила и говорит: Анай, у меня болит голова. Я говорю: выпить таблетку, 14 лет девочке. Мы, говорю, сейчас приедем. Через 10 минут мы уже были дома. Уже все. Уже лопнул сосуд в голове, и за 5 минут мой ребенок умер. Детей нет, смысла в жизни не было вообще. Ездила на мезарлык чуть ли не каждый день. Сяду к ней на могилку и говорю: кызым, вот для чего я живу? Кто на меня еще в этой жизни когда-нибудь скажет мама? Никогда никто. У нас в Джанкое у мужа есть тетя. И она мне звонит, говорит: Диляр, у вас в Нижнегорском районе маму лишили родительских прав, дети, татары, крымско-татарская семья. Не хотите посмотреть? Там 2 девочки маленькие и 2 мальчика. 2 девочек заберите вы, а мальчики постарше заберу я. Муж сразу сказал нет, наотрез. Я говорю: Рифат, живем вроде бы в достатке. Давай, говорю, мы хотя бы съездим, поможем этим деткам, чем можем, посмотрим на них. Наша маленькая Зера сидела у Эдема на руках, ему было почти 10 лет. И вот этот ребенок кормил всю эту семью. Он брал Зеру с Заремой, сажал их на коляску, ставил возле магазина. И, естественно, добрые люди, которые выходили и видели вот эту всю ситуацию, кто хлебушек купит, кто там печенье, конфеты. Вот так вот этот ребенок выживал. Мы приехали домой, дети, Зера у меня на руках, все остальные побежали в огород, начали есть буряк сырой, кабачки сырые. Я же говорю, кукуруза у нас росла. Я села, и муж говорит: Рифат, что мы натворили? А он говорит: вот эти дети, они вернут тебя к жизни, именно они. Когда я уже вечером обнимала, ложилась, обниму этих деток, и вот чувствую сердцебиение вот этих вот 2 девочек. Это было, конечно, я даже не могу передать, что с первого дня, с первой минуты они меня начали называть Анай. И вот так вот у меня вместо одной единственной моей дочери появилось сразу 4 деток. Потом я ездила к специалистам, и мне один психиатр сказал: вы, говорит, ложите ее к себе на плечо и пойте ей песни. Просто, чтобы она чувствовала вашу любовь. И мы пели ей песни, и я пела, и танцевали. И в 5 лет она начала у нас говорить предложениями. Как говорит моя Зера маленькая: Анай, не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Вы наша Анайка. Мы вас очень любим, и мы на вас очень похожи. И даже ищет на теле родинки. И говорит: Анайка, у меня даже родинки такие, как у вас, да, на том же месте. И поэтому я полностью ваша дочка. Мама, я без взгляда твоего, как птица без крыла. Моя любимая вот это. Вот. Необычной формы.
Это, кстати, идея Анайки. Я мечтаю стать дизайнером интерьера. Я всегда говорю, выйдите замуж, чтобы Анайке было приятно за вас, чтобы сказали, Анайка их всему научила. Даже если мы с Бабаем куда-то уедем, к нам приедут гости, я никогда не переживаю, потому что мои девочки могут все испечь, накрыть на стол. Зера у нас очень любит печь, да, Зерочка? Зарема у нас умница, она сейчас очень красивую форму сделает на пирожках, на булочках. Помогает мне дом строить, вместе строим. Ну, ему это все останется. Если женится, вдруг не уедет. Сейчас. Дальше. Останешься здесь? Все время здесь, да? Ну, или пойдешь отдельно жить? Нет. А? Нет? Здесь будешь? Вот когда я вырасту, я открою свой автосервис, это его мечта. Куплю вам Range Rover, и говорит, вы будете у меня самая крутая Анайка, и будете ездить на машинах. Ну, сметят все, пусть мечты их сбываются. Я всегда говорю детям, вы самое главное, чтобы у вас была мечта, мы с Бабаем в любом случае вас поддержим. Все, что от нас зависит, мне жить не для кого, я живу, ну как, для этих детей. Самое главное, чтобы выросли хорошими людьми. У нас село, ну как бы, и, можно сказать, Мезарлык не очень ухоженный. Если я выиграю в этом конкурсе, мы общими усилиями, силами, вот Джемат нам поможет в Желябовке, я хочу поставить, огородить этот Мезарлык и поставить там забор.